В гостях нашей студии представитель регионального отделения «Дети всей страны». Ну, можно и так сказать. Леонид Шибаев. Вот для того, чтобы понимать, какая сегодня прозвучит информация, наверное, Леонид, вы расскажете, что это за организация и почему сегодня вы у нас в студии? Здравствуйте. Всероссийская общественная организация «Содружество выпускников детских домов. Дети всей страны» – это организация, которая защищает и отстаивает интересы детей, выпускников детских домов, в основном сирот. Вот, допустим, в Жатайском техникуме, где я работаю, у нас учатся 94 ребенка сироты. В прошлом году это было 104. И, в принципе, мы почти в ежедневном режиме сталкиваемся с теми вопросами, которые у них возникают в процессе их жизни, в процессе их обучения, в процессе их каких-то бытовых Это моментов. те сироты, которые вот были в детском доме, да. а потом подошло время поступать и так далее, и выбрали ваш Жатайский техникум, да? Да, но не только Жатайский техникум. В общей сложности в системе среднего образования профессионального в республике обучается таких детей более 2000. Просто у нас получается вот всех ближайших учреждений это самое большое количество. Это так сложилось традиционно. Ну, наверное, во многом имеет значение то, что имеется общежитие. И вот как раз вот эти моменты, которые связаны с пропиской. Вот он учится, в детдоме находится, да, он там прописан? Да? Он прописан в детском доме. А когда он поступает или уезжает, ну, я так понимаю… Ну, покинул детский дом. Да, покинул. Да. Но они 18 лет же покидают, да? 18 лет. Или же по месту учебы уезжают. Ну, раньше. Есть и несовершеннолетние. Мы же ведь имеем дело с теми, кто после 9 класса поступает. Это несовершеннолетние. То есть они действуют на основании тех действий, которые обеспечивают их представители законные. Это могут быть родственники, это могут быть представители опеки, это могут быть представители детского дома. Вопрос тот, который сегодня хотелось бы поднять и довести, что вот так у нас устроено государство, что для того, чтобы получать государственные услуги, необходимо иметь прописку. Допустим, да, у кого-то сохраняется прописка по детскому дому, у кого-то, допустим, значит, возникает временная прописка по общежитию. Но есть те, кто не воспользовались, допустим, общежитием, решили не проживать в общежитии, допустим, проживают у родственников, может быть, в том числе бывает, что и сами снимают квартиры, в том числе ведь есть и те, кто никуда не поступил, и просто, допустим, работают, может, там, грузчиками, официантами, ну, какие-то по другим профессиям, не требующим большой квалификации. С пропиской получается, что где-то им приходится ее договариваться, просить, где-то даже ее покупать, оплачивать средства, чтобы кто-то их прописал, для того, чтобы они вот были встроены в систему, чтобы могли зайти на госуслуги, получить, значит, какие-то, может, субсидии, кто-то лекарственные. Ну, положенные государством. Положенные государством, да. И до сих пор эта система была не отрегулирована. И вот только в ноябре прошедшего года вышло постановление правительства Российской Федерации 2069 о внесении изменений в правила регистрации по месту проживания или по месту жительства. Этот документ, он вошел в силу с 11 января. Этот документ, в общем, принял достаточно интересное решение для вот такой категории, как дети-сироты. Можно вот пояснить, вот этот документ вышел 11 января этого года, нового года. Он был принят правительством в ноябре, но вступил в действие в соответствии с пунктом в этом же постановлении с 11 января, ну, то есть вот в этом месяце. В соответствии с этим постановлением определено, что дети-сироты теперь имеют право и, в принципе, должны прописываться по месту своего нахождения в администрации муниципального образования, где они находятся. То есть, если вы, скажем, дети будут, допустим, находиться в Покровске, то они, допустим, приходят в администрацию города Покровск, ну, даже не обязательно приходить, там заявительная система, пишут заявление, и в течение 6 дней их там должны прописать. Тогда они, соответственно, получают прописку и получают все необходимые права для того, чтобы пользоваться государственными услугами. Какие тут есть моменты? Вот в связи с тем, что документ совсем недавно вышел, пока эта информация не распространяется. То есть, допустим, если мы в системе, работая в системе среднего профессионального образования, до тех детей, которые там обучаются, эту информацию доведем. С Министерством труда, вот при поддержке заместителя председателя правительства Ольги Балабкиной, мы работаем, чтобы эта информация была доведена до всех детских домов. Но есть очень большое количество ребят, которые не встроены вот
в такие структурные образовательные процессы, или же, значит, вот, несколько оторваны от того информационного поля, в котором находятся вот эти государственные структуры. Поэтому здесь получается путь, что благодаря вот общественным средствам массовой информации было бы крайне желательно эту информацию до них довести. Потому что для многих это является действительной и реальной проблемой. И что немаловажно, конечно, наверное, вот сейчас я не знаю, как будет обеспечиваться доведение этой информации до глав муниципальных образований, потому что, наверное, при том, когда они начнут получать эти заявления, они будут удивлены. Ну, конечно, получается, пришел молодой человек, я сирота, пропишите меня в вашем кабинете. Да, в вашем кабинете. Да, потому что адрес будет администрации. Администрации. Может, кабинет не будет указан, но адрес будет указан. Ну, это еще касается всей Российской Федерации, да? Всей Российской Федерации. То есть, если я там учусь в Санкт-Петербурге, я пришел и потребовал. Ну, там есть строчка, что, допустим, у нас городские округа в городе. Да. Вот, соответственно, он не приходит к мэру нашего города, Евгению Григорьеву, там не говорит, что он будет здесь прописан. Он приходит в управу соответствующую. И, соответственно, да, там будут приниматься решения о его прописке. И вот здесь есть определенные сложности для самих ребят или все-таки для органов исполнительной власти? Я думаю, что органы исполнительной власти все-таки получат соответствующую, ну, по своей структуре соответствующие документы. И я думаю, что правительство через органы нашего управления МСЛ все это доведет и будут проинформированы. Сложнее, говорю, дойти до тех ребят, которые не встроены ни в образовательный процесс, там, скажем, не в какой-то культурный, спортивный, где могли бы через какие-то органы проинформировать их. Вот, поэтому надеемся, что вот может, что называется, путем сарафанного радио, потому что, как правило, эти группы ребят, они взаимодействуют между собой, общаются, делятся информацией, и та информация, которая полезна, она, в принципе, достаточно хорошо расходится через группы выпускников, через какие-то иные сообщества, которые у них существуют, группы по интересам. Важный момент что вот кто-то, каждый вынужден был решать каким-то своим путем эту проблему, а сейчас она упорядочена. Может быть, кому-то покажется, что это решение довольно странным, да? Но тем не менее оно приводит в порядок, оно обеспечивает вот, полноценную возможность регистрации, полноценную возможность пользования государственными услугами. Но, на мой взгляд, для администрации, конечно, возникает вопрос там, дополнительного документооборота и регистрационных, наверное, каких-то форм, но вот, насколько я вижу, больших издержек администрации не просматривается, что у них будут большие издержки в связи с этим. Хотелось бы, как говорится, призвать и сирот, и исполнительную власть к терпению и решению данной задачи. Я думаю, с этим и исполнительная власть, и ребята хорошо справятся.